Селям алейкум, мираба. Здравствуйте. В эфире телеканала АТР информационно-аналитическая программа «Бугунь». И я ее ведущая Гульсум Халилова. Во втором блоке нашей программы мы говорим о международной торговле с оккупированным Крымом и, в частности, о торговле Украины с оккупированным Крымом. Гость нашей студии Юрий Смелянский, эксперт Майдан иностранных дел. Добрый день. Добрый день. Уважаемые телезрители, вы также можете присоединиться к нашей беседе. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут выводить номера телефонов. Вы можете звонить, задавать интересующие вас вопросы. Также у нас есть более упрощенная система для жителей из оккупированных территорий. Вы можете звонить бесплатно, используя Viber. Поэтому звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Ну а мы пока начнем. И я бы хотела бы начать с следующего. Агентство Крыминформ опубликовало такую новость. Украина стала главным импортером товаров из Республики Крым, обеспечив более трети всего экспорта республики в 2017 году. Это следует из информации, опубликованной на сайте Крымской таможни. По итогам года наибольшие объемы экспортных поставок из Крыма осуществлялись в Украину на общую сумму $9,6 миллионов, в Индию на $4,96 миллионов и в Китай на $4,18 миллионов. Украина стала главным импортером товаров с Крыма. Как это понимать? Вообще-то с цифрами, которые оккупанты публикуют, надо очень аккуратно обращаться. Для них статистика в целом по России, ну а Крым так в более увеличенном размере, это не просто цифровая фиксация того, что произошло там в экономике и в изменении населения, ну, все та статистическая информация, которая предлагается. Это инструмент политики. Поэтому зачастую оккупанты статистику крымскую используют как инструмент для создания поводов гордиться. Да, вот когда особо гордиться нечем, ну, вот надо что-то создать, чтобы чем-то можно было гордиться. Ну а как на самом деле? В реальности итогов цифровых Крымстат оккупационный до сих пор не предоставил. Там есть только выдержки. Если судить по этим выдержкам, вот, допустим, оккупационные СМИ говорят о 32 миллионах экспортного объема, который за 2017 год был вывезен из Крыма. Данные, которые 9-месячные, которые есть официально на сайтах статистических, показывают цифру только в 26,4 миллиона. Могло ли за 3 месяца 4-го квартала увеличится еще на 6 миллионов? Теоретически да, возможно. Если смотреть на цифры, вот, да, допустим, вот вы назвали цифру там в 4 с хвостиком миллиона, которых в Китай продали товары. В Индию. И в Китай. И в Китай тоже. Там тоже 4 с чем-то, 4 с чем-то. Там, я досконально не помню. То, в общем-то, по итогам 2016 года Китай был на первом месте по объемам экспорта, и в 2016 году оккупанты в Крыму начинали гордиться, как много они начали продавать в Китай вина, например. Что произошло? И если я не ошибаюсь, боюсь соврать, но, по-моему, там еще и пиво присутствовало. Что произошло? Не понравилось, что ли? Так получается. Раз объемы поставок в Китай упали, это с одной стороны, с другой стороны, ну, все-таки, наверное, государство очень аккуратно подходит к вопросам внешнеэкономических связей с непризнанной территорией, потому что мировое сообщество не признало Крым российской территорией, а, соответственно, да, и введены санкционные ограничения, причем первые вводились еще 6 марта 2014 года, Соединенные Штаты вводили. Ну и, соответственно, все-таки в выборе между что-то купить в Крыму, а потом пострадают твои отношения
серьезными государствами, Европейский Союз, Соединенные Штаты, Канада и так далее, то естественно, что любой участник внешнеэкономической деятельности будет выбирать более серьезные страны. В целом, то, о чем стараются скромно, в кавычках, умалчивать оккупанты, именно экспортная часть внешнеэкономического оборота упала очень сильно. Если сравнивать с 2013 годом, это где-то порядка 30 раз. Если по итогам 2013 года Крым экспортировал во все страны, включая Российскую Федерацию как иностранное государство, где-то порядка 905 миллионов долларов товаров, то, да, для сравнения, и 32, которыми гордятся сегодня. Кстати, по итогам 16-го было 47,7. И здесь гордиться нечем. То есть объем экспорта падает, несмотря на вот такие вот, да, браурные, вот посмотрите, мы тут рванули, достигли, на самом деле нет. Ну а если говорить о экспорте в Украину, вот для чего это нужно Украине? Насколько это законно сегодня? Вопрос Украины и что Украина интересен берет? И даже можно так сказать противен, так правильнее, да, мягко причем это. В том, что по логике, ну, какие могут быть экономические отношения с оккупантом, да, а тем паче с оккупированной территорией. Конечно. Но при этом у нас до настоящего времени действует принятый в августе 2014 года закон о свободной экономической зоне Крым, и он и принимался как раз для этого. Вот если то, что туда впихнули, отвлекающее внимание в нормы этого закона, в том числе и усечение конституционных прав граждан Украины, которые оказались в оккупации, то основная цель закона, он был чисто лоббистский, состояла в том, чтобы ввести в законодательное поле Украины тех владельцев бизнес-активов, которые были в Крыму, оказались в оккупации, но им надо было дать возможность продолжать на законных основаниях их эксплуатировать. Вот если посмотреть... Какие, например, это может быть компания? Допустим, Титан, Фирташ, что это может быть? Фирташ, Титан. Ну, это такие, да, наиболее звучные, известные. Да. Это Авлита Ахметова. Ну, и ряд других, но это такие более-менее крупные. Есть помельче. Да. Вот. Есть, например, такой депутат Верховной Рады Крышин, который владеет торговой маркой «Пролив», это Керченский рыбзавод. Да. Есть депутат Верховной Рады Герега, который владеет торговыми сетями. Они остались точно так же в Крыму. Сегодня это Новоцентр К, которые прекрасно принимают заказы от Министерства обороны Российской Федерации и их обслуживают. Да. Это... АТБ, Геннадий Буткевич. Ну, с АТБ там проще на сегодняшний... Ну, проще в каком плане? На сегодняшний день АТБ это уже... Магазины АТБ, которые были расположены в Крыму... Ну, их называют уже, тут, вот сейчас мы это уже не да. АТБ, это не АТБ, как украинский резидент. Не с точки зрения, что они перерегистрировались точно так же, как и все сразу. Это уже реализованная собственность. Отжатая или реализованная. Ну, факт. Но собственники ведь украинские? Нет, на магазины АТБ в Крыму собственник российский. Это структуры, которые контролирует действующий министр сельского хозяйства Российской Федерации. А такие вот комплексы компаний, как Эпицентр, Фози, Метро? Это все так и осталось, просто как раз в рамках, да, разрешений, которые даны законом о свободной экономической зоне, все они перерегистрированы как резиденты Российской Федерации и продолжают спокойно работать. Это, допустим, такой же парк-отель «Марат» в Гаспре, да, который точно так же принадлежит господину Шкире, действующему народному депутату Украины. Это, ну, в принципе, это бизнес-объекты, жилые помещения, там апартаменты в гостиницах. Александр Присяжнюк,
действующий депутат Верховной Рады от Народного фронта. И таких фамилий можно называть и перечислять достаточно много. В чем здесь проблематика? И почему на сегодняшний день экспертное сообщество, гражданское общество продолжают требовать отмены этого закона. И, в общем-то, из уст наших политиков это уже звучало. И, в общем-то, парламент Украины в июне 2016 года, когда проходили парламентские слушания, в рекомендациях, что нужно сделать, одним из пунктов отменить закон о свободной экономической зоне. Ну, до сих пор это ничего не решено, и, в общем-то, когда анализируешь почему, ну, становится ясно, что у нас продолжает действовать тоже, когда вот в конфликте интересов государственное и личное преобладает личное. И вот когда мы говорим, да, о депутатах Верховной Рады, которые сегодня имеют бизнес-активы в Крыму, когда мы говорим о крупных, да, то, что в Украине принято называть олигархами, которые точно так же имеют бизнес-активы в Крыму и имеют влияние через своих депутатов Верховной Рады, эти люди будут продолжать максимально возможно, оттягивая время, стремиться сохранить свое законное присутствие в правовом поле Украины с точки зрения возможности эксплуатировать бизнес-активы. Мы вернемся к этой теме. У нас просто на прямой связи по телефону Евгений Пронин, юрист, международник. Как раз поговорим о законности торговли с оккупированным Крымом. Алло. Алло, да. Алло, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы говорим о законности, насколько законно сегодня торговать с оккупированным Крымом как украинским, так и международным компаниям. Ну, да, я слушаю. Алло. Алло, слышите? Да-да. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня законно торговать с оккупированным Крымом как украинским, в первую очередь, так и международным компаниям? Ну, что касается международных компаний в рамках украинского законодательства, то нет разрешения, а более того, есть полный запрет на торговлю международными структурами на оккупированном Крыму. Это не только украинское законодательство, это международное законодательство, которое было принято и парламентом Европейского Союза, и другими формированиями, которые имеют парламентские образования. Поэтому международные компании не могут заходить на территорию временно оккупированного Крыма. Но мы же видим, что в реальности ситуация другая. Есть пару скандалов с крупными международными игроками, которые действительно там торгуют. Часть них это отрицает, часть не отрицает. Евгений, скажите, вот сегодня многие владельцы компаний, которые работают, продолжают работать на оккупированной территории, ссылаются на закон о свободной экономической зоне. Что вы можете сказать по поводу этого закона, насколько он нужен и кому он может быть выгодным? Но я исключаю, что закон о свободной экономической торговле, о свободной экономической зоне распространяется на территорию временно оккупированного Крыма. Если мы будем говорить о территориях, которые не являются спорными, тогда, конечно, можно применять определенные нормы этого законодательства. У Крыма сегодня особый статус, у Донбасса сегодня особый статус, так же самое, как и особый статус у Приднестровья, Осетии и так далее. Есть локальное законодательство, которое больше запрещает, нежели разрешает. Поэтому я бы ни в коем случае не применял бы как какой-то аргумент закона о свободной экономической зоне касательно Крыма. Как Украина, как государство, может влиять на этих людей, бизнесменов, которые продолжают торговать с Российской Федерацией? Если смотреть с этической точки зрения, когда идет война, когда Российская Федерация объявлена агрессором, как на это можно влиять? Но на украинцев, у которых там есть бизнес, а насколько мне известно, даже у неких народных депутатов там есть перерегистрированный бизнес, который ранее работал в Крыму, то есть прямое влияние, они, скажем так, под боком, это прямое нарушение законодательства о временно оккупированных территориях,
но реализовать привлечение к ответственности, конечно, сложно. Ну, это же не российских звезд запрещать им въезд на территорию Украины. Это нужно бороться здесь с игроками, которые имеют вес. Нужно решать и их депутатские неприкосновенности и притягивать к ответственности. Что касательно международных игроков, которые имеют бизнес в Крыму, то все, что может делать Украина, это просто ноты протеста и выражение своего недовольства в различные международные организации, в том числе в те страны, откуда есть президент. Спасибо большое, что нашли время и связались с нами. Евгений Пронин, юрист-международник, был с нами на прямой связи по телефону. Вы с чем-то не согласны? Нет, не согласен я с Евгением, не согласен вот по каким позициям. Ну, во-первых, в законе, который определял Крым как временно оккупированную территорию и принимался в апреле еще 2014 года, нет никаких экономических ограничений. Этот раздел был специально выведен из этого закона. В законе было прописано, что он будет, все экономические отношения с оккупированной территорией Крыма будут регулироваться другим законом. Ну и вот другим законом оказался закон о свободной экономической зоне Крыма. Как раз таки свободная экономическая зона как раз создается для стимулирования с точки зрения привлечения инвестиций, то есть для стимулирования социально-экономического развития территории, что само по себе абсурдно в условиях, когда территория оккупирована и на нее юрисдикция государства временно не распространяется. Поэтому вот как раз-таки и я вернусь к тому же, о чем говорил, что и принимался он как раз для того, чтобы облегчить владельцам вот этих бизнес-активов в Крыму возможность их продолжать эксплуатировать. Как вы думаете, кто лоббирует из украинских политиков закон о свободной экономической зоне? Мы действующие депутаты. Олигархи, которые имеют влияние на Верховную Раду. Да? Кто, например? Кто влияет? Я же уже только перечисляю. Повторяться. Зачем повторять одни и те же фамилии? Мы просто будем терять время. Но здесь другой уже аспект существует. Да? Вот если мы говорим о том, а что же могло возиться такого в Украину, да, сама по себе цифра, там, 10 миллионов долларов, это ничего. Здесь важен сам факт того, что при наличии постановы 1035, ну, правда, первый пункт этой постановы суд уже отменил, взамен еще Кабмина ничего не предложил, который запрещал поставки в Украину с оккупированной территории Крыма из Украины на оккупированную территорию Крыма любых видов товаров продолжаются какие-то поставки. Ну, что может быть? Вопросы, которые еще требуют проверки. Но можно предполагать, что это могут быть продукция химическая, там, да, тот же крымский титан, который что-то происходит. Хотя его поставки в основном были ориентированы на Запад. Ну, наверное, может быть, что-то и попадает на материк в Украину. Это попадает через Запад, правильно? Через Восток украинский. То есть после того, как гражданская блокада Крыма была объявлена в начале 2015 ветка, да, она была перекрыта. Не по суходолу. Это море или это Керченский пролив, российская территория в обход как-то, или может быть как-то по-другому. Да? Ну, каждый этот вопрос требует внимательного изучения, потому что фактически, если вы посмотрите на те данные, которые сегодня наши официальные структуры государственные, Укрстат, там, да, налоговая служба, таможенная служба предоставляют, там нет ничего. То есть это надо копать, копать и выкапывать. Второй момент, который, возможно, тоже присутствует, это рыбная продукция. То есть рыба или уже продукты ее переработки, рыбные консервы. Вот я не зря упоминал, да, товарища Крышина, который владеет Керченским заводом «Пролив». И если вы сегодня зайдете там в некоторые магазины здесь, в Киеве, эта продукция здесь есть. Эта продукция здесь есть. Правда, на ней написано, что она изготовлена в городе Черкассы. Но если в Черкассах стоят мощности, значит, завозится рыба, из которой делается, да, тоже черноморский бычок, там, килька, ну и так далее. Но, опять же, это вопросы, которые следует проверять еще.
Вот вы, когда задавали вопросы, да, и по поводу международных компаний. Дело Для в том, начала что... вот о свободной экономической зоне я бы хотела уточнить. Вот есть ли шансы на то, что парламент сегодня может отменить этот закон? Ну, мы пока надеемся на это, хотя бы в первую очередь, исходя из того, что депутаты сами себе поставили задачу это сделать, ну, свои сами мы перед знаем, собой. как это происходит Да, в они Верховной должны быть Раде ответственны. Ну и второе, что все-таки здравый смысл возьмет верх. Почему? Вот я не зря затронул международные компании. Дело в том, что когда вводились санкции на крымские порты, на какие-то предприятия, да, там, юридические, физические лица, что санкции ограничивали, ну или, как проще сказать, запрещали? Что-то новое. Да? Новые инвестиции, новую поставку оборудования и так далее. Потому что по тем подходам, на которых работают наши западные партнеры, сказать, вывезите то, что вы построили там 10 лет назад, 5 лет назад, этого никто никогда не сделает. Поэтому, допустим, если Инкерманский завод, винзавод, да, которым владеет швейцарская, если я не ошибаюсь, там, компания, по крайней мере, с корнями швейцарскими, работает уже много лет на территории Крыма и инвестировала в этот завод деньги, торговая марка Инкерман, которая пользовалась спросом хорошим везде, ну, она уже не свернется. Вот что-то новое инвестировать, да, ей будут ограничивать. А заставить свернуться оттуда наши западные партнеры не будут. Ну, не принято так на Западе. Вопрос, который касается Украины, вот вы затрагивали моральную сторону. Я все-таки затронул эту сторону моральную в несколько другом аспекте. Коллаборационизм. Мы говорим, в Крыму коллаборационисты, которые поддержали оккупанта. Но дело в том, что коллаборационизм сам по себе имеет разные виды. Да, там, например, там, вынужденный и добровольный, военный, коллаборационизм физических и юридических лиц. А еще есть вид коллаборационизма экономический. И определяется он как оказание юридическими и физическими лицами помощи оккупационным властям в восстановлении и развитии экономического потенциала оккупированной территории в интересах оккупанта. А вот теперь мы можем и вернуться к тем бизнес-активам, которые продолжают украинские резиденты эксплуатировать в Крыму, перерегистрировав их как резиденты Российской Федерации, то есть страны оккупанта. В том числе они что делают? Платят налоги. Как в любой стране. Но они платят налоги в бюджет оккупанта. А значит, они помогают выравнивать, пополнять экономический потенциал страны-агрессора, который она использует для продолжения войны против Украины. А вот это уже коллаборационизм. И да, в этом случае говорить о том, что когда наши политики все время в заявлениях, мы надеемся, что наши западные партнеры усилят, расширят, продлят и укрепят, когда идет речь о санкциях. А сами мы продолжаем зарабатывать. И вот вопрос такой двойственной политики по отношению к оккупированной территории Крыма вызывает с все большим и большим увеличением непонимания у наших западных партнеров. То есть, если вы просите нас ограничивать наши бизнес-структуры в вопросах экономических отношений с оккупированной территорией Крыма, почему же вы сами себя не ограничиваете? И вот на этом здравом смысле мы надеемся, что все-таки его хватит для того, чтобы закон о свободной экономической зоне Крыма был отменен. Как вы думаете, как можно повлиять на этих владельцев? Их можно привлечь к ответственности какой-то? Владельцев на сегодняшний день нет. Вот как раз-таки это и вопрос протяжки, да? И в вопросе отмены закона о свободной экономической зоне Крым. Другой пункт рекомендаций этих же парламентских слушаний – разработка и принятие закона об особенностях экономических отношений с оккупированными территориями. Еще один пункт этих же рекомендаций – разработка и принятие закона о коллаборационизме. Если вот эти, да, из этих трех законопроектов, ну, один отменен, два приняты, перед украинскими резидентами, которые имеют бизнес-активы в Крыму, станет вопрос, а что делать с этими бизнес-активами? Вот тогда они выпадают из законодательного поля.
да, они будут прилагать максимум усилий для того, чтобы, если это и случится, то как можно позже. Задача гражданского общества, наоборот, сделать так, чтобы это случилось как можно раньше. Гражданское общество как может повлиять? Вот мы помним в 2015 году, когда была гражданская блокада Крыма, как раз-таки, была остановлена контрабанда, можно так сказать. Я бы вам сказал по-другому. Силами представителей гражданского общества Украины были созданы новые правила игры, которые оказались для оккупанта неожиданными. И он не готов был на них реагировать. Какие? Вот, если вернуться, да, в 2014 год, начало только оккупации Крыма, то есть февраль месяц, март месяц 2014 года, вот, да, там, листовки, которые на каждом шагу были, там, 10 обещаний оккупантов для крымчан, как им будет хорошо жить. В разных вариациях они там распространялись и так далее. В то время очень часто звучало в средствах массовой информации оккупационных, я имею в виду, и на материковой России, и в Крыму, о том, что вот Россия пришла в Крым, и она теперь сделает из Крыма новую российскую витрину. В реальности никто ничего там нового не собирался делать. Потому что цель и задача была одна – военная база. И эта цель и задача реализуется каждый день в Крыму. Военная база создана, и теперь она только укрепляется. Вот, кстати, но если бы как какой-то побочный эффект новой витрины бы получился, оккупанты сказали, вот видите, мы обещали и сделали, но цели это не было. Но здесь есть одно условие. Для того, чтобы эта витрина, даже как побочный эффект, без особых там приложений усилий и финансов состоялась, Украина должна была продолжать поставлять в Крым воду, электроэнергию, сырье, товары, строительные материалы, металлоконструкции, лес и так далее. Так вот, да, гражданская блокада как раз-таки, вынудив Кабинет министров Украины принять соответствующее постановление о запрете поставок в Крым всего, что перечислено, даже последняя надежда оккупантов на то, что побочным эффектом может получиться новая витрина, просто-напросто ликвидировали. Вот, кстати, о настроении гражданского общества я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Это Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал такие данные. Около 90% крымчан в целом довольны своей жизнью. С 2014 года данный показатель не опускался ниже 82%. Так, в текущем году на вопрос, довольны ли вы своей жизнью, ответили положительно 88%, недовольны 10%. 10% отношений крымчан. В целом, положением дел в Крыму устраивает 82% респондентов, при этом 69% считают, что ситуация на полуострове за последний год улучшилась, 24% не видят особых изменений и 4% заметили ухудшение. Как вы думаете, можно ли доверять таким цифрам? Нет, им доверять нельзя, потому что реальность, о которой говорят, да, граждане Украины, живущие сегодня на оккупированной территории Крыма, совершенно иная. Есть определенная небольшая прослойка людей. Но тут, да, еще вот какой момент. О ком мы будем говорить? Среди кого проводится опрос? Если мы говорим о гражданах Украины, проживающих в Крыму и сегодня оказавшихся на оккупированной территории, это один вариант ответов. Но здесь, опять же, надо делать скидку, что, живя в постоянном страхе, человек никогда правды не скажет. Конечно. Опасно. Но есть же другая группа, уже достаточно плотная, и которая постоянно увеличится в нарушении норм международного гуманитарного права. Это иммиграция с материковой части России в Крым, да, граждан Российской Федерации. Если проводился опрос среди них, они ответят так, как нужно российской власти, которая их в Крым прислала. И если уже даже допускать, что ВЦИОМ действительно проводил там по правилам какой-либо опрос подобный в Крыму, то, скорее всего, он делался среди вот этих
новокрымчанах, которые, да, как их сегодня в Крыму называют, понаехавшие, то тогда опросы проводились среди них. И, возможно, очень небольшая прослойка сегодня граждан Украины, крымских жителей, которые в силу должностей и уровня заработных плат, и тех возможностей, которые имеют, служа оккупантам, ну, они тоже всем довольны. Мы сейчас, кстати, очень активно обсуждаем тему выборов президента Российской Федерации, и они проводятся также на оккупированной территории Крым. Как вы думаете, что ждет крымчан после выборов? То же, что и до выборов. То есть ничего не изменится? Нет, будет все меняться. Если мы говорим о качестве жизни, да, о атмосфере, в которой живут крымчане, это будет становиться хуже. Дело в том, что военная база, о которую мы сегодня уже вспоминали, военная база не предусматривает, например, наличие туризма, за счет которого жила очень большая часть жителей Крыма. Да? Военная база не предусматривает того количества населения, которое сегодня проживает в Крыму. Вот если исходить из максимальных показателей, когда министр обороны России Шойгу в 2014 году осенью заявлял, что не собираются 40 новых боевых знамен развернуть в Крыму, а это где-то порядка, ну если полнокомплектно они будут развернуты, это где-то порядка 100-120 тысяч военнослужащих. Ну, по сути, это приближается к той цифре, которая была в советское время в Крыму. Та военная группировка, которая была расположена на непотопляемом крымском авианосце, она составляла где-то 141-142 тысячи человек. Ну, 140, пускай, да, так кругло. Вот. В общем, примерно столько же они пытаются восстановить. Да, сегодня еще меньше. Пока что. Но тут вот какой момент, чисто экономический. Вот в экономике есть коэффициент 1 к 4, который определяет, что одного военнослужащего по стандарту должно обслуживать 4 гражданских лица. Там продавец в магазине, воспитатель детского сада, дворник, таксист, водитель троллейбуса и так далее. Да? Ну, давайте, так, чтобы легче нам было считать, 120 тысяч военнослужащих. Сколько это население гражданское? Умножаем в 4. 480 тысяч человек, 500 000, да? Ну, пускай семьи, 1 миллион. Все, остальные все лишние. Второй момент. Военная база не предусматривает наличие на ее территории нелояльного населения. Все граждане Украины, независимо от своих предпочтений, они проукраинские, они смотрят на мир через холодильник, они пророссийские. Для оккупанта это нелояльные граждане. Они попадают под репрессии? Репрессия – это всего лишь инструмент выдавливания. Они попадают под то, что они лишние в Крыму. И их надо каким-то образом оттуда выдавить. Вот я не знаю, насколько это правда, но буквально вот несколько дней назад вот мне попалась на глаза информация, что в селе, по-моему, Виноградное Симферопольского района 2 крымско-татарские семьи уже были выселены. Опять же, не готов утверждать, также что идет это... вынужденная депортация, когда вынуждены покидать. Я не готов утверждать, что это так на самом деле было, но такая информация проскочила, и выселение там связывалось с тем, что при обыске у них в домах нашли оружие. Ну, это уже принудительная, получается, да, депортация. Пока что все 4 года оккупации оккупанты делали все для того, чтобы понудить людей добровольно депортироваться с Крыма. Вот нелояльная часть. Причем оккупантам все равно куда они будут выезжать. Будут ли они выезжать на материковую Украину? Будут ли они выезжать на материковую Россию? Ну, для материковой Украины это уже проблема украинских властей. Да, это нагрузка на бюджет, это необходимость решать вопросы этих людей. Получают маленький плюсик оккупанты, да, получают. А для материковой России, ну, вот, например, уже несколько лет действует программа «Дальневосточный гектар». Да, пожалуйста, заполняйте вакуум населения, это дополнительные рабочие руки,
там, где малозаселенная территория Российской Федерации, причем это не лучшие регионы с точки зрения жизни, возможности жизни там. Но они готовы людей туда депортировать. И мы это уже наблюдали и в 2014 году, да, когда те граждане Украины, которые в силу своего мышления бежали от войны в Крым с Луганской и Донецкой областей, они попали же под это. Их же депортировали уже из Крыма. И потом они любыми путями возвращались к себе домой, ну, уже там, да, в Донецкую, Луганскую область. Потому что туда, куда их выселили, жить там оказалось невозможно, их там никто не ждет, как любых других. И у нас остается 5 минут до окончания нашего эфирного часа. Я бы хотела задать такой вопрос, возможно, он будет звучать по-детски. И если мы говорим о каких-то изменениях после выборов президента Российской Федерации, как и на оккупированной территории Крым, вот действуют ли как-то санкции международные на экономику Российской Федерации? Многие говорят о том, что якобы если будет дно экономики РФ, то Российская Федерация будет вынуждена отдать полуостров Украине, якобы как это было в 1954 году. Как вы думаете? Ну, одними только санкциями и дипломатическими решениями войны не выигрываются. Не было еще в истории человечества таких войн, которые выигрывались только дипломатами или экономическими санкциями. То, что инструменты экономической войны могут эффективно использоваться, да. Санкции как инструменты экономической войны сегодня используются, и наши западные партнеры имеют определенный опыт их применения. Их применялись уже не один раз по отношению к разным странам, кстати, в том числе и к Советскому Союзу в свое время. Имеют ли они эффект? Да, имеют. Имеют, как бы не хотелось доказать кремлевским властям обратное, санкции имеют свою эффективность. Например, да, в рамках перевооружения своего военно-морского флота оккупанты вынуждены были отказаться от реализации ряда проектов, по которым комплектующие части, например, силовые установки, поставлялись из Украины. Их нет, корабли достроить не могут. Попытались поставить что-то другое, не получается. Перевооружение вертолетного парка. То, двигатели на которые закупались в Запорожье. Та же история. Возможность расширения арктической добычи нефти и газа, о которой так много трубили оккупанты. Сегодня уже эта тема, ну, наверное, через время будут говорить о том, что не можно забывать, потому что компания, которая совместно с «Газпромом» готова была там работать, приносить свои технологии, у россиян технологий просто нет. Вышла из этого консорциума и больше там работать не будет. Это тоже итог санкций. Пример еще одного итога санкций. У нас минута. Вот, например, в одном из своих последних выступлений российский президент заявил о том, что на протяжении 5 или 7 лет они создадут 20 миллионов рабочих мест новых в России. Но вот за только 2 года войны, 15-16 год, 2,5 миллиона высокотехнологических рабочих мест, то есть те рабочие места, которые создают продукцию с высокой добавленной стоимостью, они уже закрыли. Вот это все итоги санкций. Юрий Смелянский, эксперт Майдан иностранных дел, был гостем нашей студии. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Спасибо за интересную беседу. А вы смотрите информационную программу «Замана» через 5 минут, а после мы продолжим интересную беседу. В нашей студии будет гость Эльмира Аблялимова.